Всем привет! Вы на канале Vlimnation. Сегодня я расскажу вам, как играть свинку. Свинка или же колодец — это очень простая карточная игра для детей, которую научится играть каждый. Итак, для игры обычно нужна колода в 36 карт, но можно играть с колодой, которая имеет больше карт. Я, кстати, использую такую колоду. Это колода 52 карты без джокеров. Итак, большинства карт в игре нет. Свинку играет 2, 3, 4, 5 или 6 игроков. И цель игры — избавиться от всех карт, которые получает игрок. Можно еще играть так, чтобы игрок мог выиграть только после окончания всей колоды. Итак, раздачи в игре нет. Это очень сильно ее выделяет. И это также делать ее очень простой. Первым ходит игрок. Первым ходит любой игрок. Он просто самую верхнюю карту выкладывает рядом с остатком колоды. Другие игроки по часовой стрелке делают то же самое. Игроки это продолжают делать. Ой, неловко ситуация вышла. Короче, игроки так делают с тех пор, пока не совпадет масть. Игрок, который положил вторую карту масти, берет всю стопку карт, которые выкладывали игроки. И этот игрок, он теперь должен избавиться от всех своих карт. Если он это сделает, то он выиграет. И это только игрок, который получил карты. Остальные игроки продолжают выкладывать самые верхние карты колоды. И короче. И я хотел вам показать, как вообще это работает, но я, к сожалению, так вообще ни разу не произошло на этом видео.
Так. Так, опять долгая, очень долгая пауза. Простите, просто я долго тусовал. Там карты падали. Возможно, вы даже слышали, но ладно. Я с пола поднимал. Ох. Короче, игроки так играют либо до тех пор, пока... Короче, играют так до тех пор, пока не останется один игрок с картами. И, кстати, ситуация, в которой игрок получает карты с колоды, у него там масса падает, называется свиньей. Это поэтому игра называется свинка. Почему она называется колодец, я не знаю. И что могу сказать еще? Игра очень прост. Игра настолько простая, что мне даже больше нечего сказать. И просто вот так вот ходит, ходит вот так вот ходит, еще раз ходит, еще раз. И вот когда, вот, например, Димону вот так не повезло, вот он эти карты получает. Так, короче, так работает. Ах, да. Когда игрок получает карты, он либо он пропускает ход и не выкладывает карту, даже если его ход. И еще, если у игрока, короче, он делает веер из карт, там у него будут только карты масти, только карты, самые верхние карты стопки сброса карт. Тогда он всю стопку сброса собирает, то есть он может вкладывать карты только масти, которые не совпадают с мастью самой верхней карты стопки сброса карт. Да. И еще, если играют до окончания колоды, тогда игрок, который избавился от карты, он не выигрывает, он просто опять начинает не вот так вот играть, а просто вот так вот, что да. Итак, думаю, я вам все рассказал про карточную игру Свинка. Видео вышло очень коротким, короче, чем последнее видео. То что, да. Надеюсь, вы поняли, как играть в свинку. И надеюсь, вам понравилось это видео. На этом я его заканчиваю. Всем пока.